Еще раз доброе утро, дорогие телезрители. А у нас в студии гость. Это утро с нами встречает учитель ингушского языка и литературы Оздоева Фатима Магомедовна. Доброе утро. Здравствуйте. Рада вас видеть сегодня у нас в гостях. Стартовала декада ингушского языка. Что туда входит, да, как подготовка проходит и каким образом вообще проходит декада? Каждый год в феврале мы проводим декаду ингушского языка и ингушской литературы. Конечно, в течение всей этой декады мы даем открытые уроки. У нас очень много талантливых детей в лицее учатся. Кто рисует, кто поет, какие-то сценки готовим. И тем более мы с вами знаем, что 23 февраля – это трагический день для всего нашего ингушского народа. Приходится охватить вот это вот все вместе. И таким образом открытые уроки, выставки, большие мероприятия, посвященные именно этой дате, 23 февраля. Трагическое событие. На ингушском языке, да? Естественно, на ингушском языке. Вы работаете учителем родного языка. Скажите, как проходит ваш урок? Не знаю. Все люди, которые у меня бывают на уроках, меня все время хвалят. Хвалят, насколько красиво я говорю на ингушском языке. И само содержание урока, даже не специалисты, родители иногда сидят на уроках и бывают очень довольны. Я не знаю, со стороны виднее. А вот насколько вы чувствуете интерес, да, молодого поколения к изучению ингушского языка, к его истокам? Вы знаете, если говорить на чистоту, то в процентном соотношении желающих обучать ингушский язык на сегодняшний день их гораздо меньше. Но просто радуют те дети, которые приходят из настоящих ингушских семей и с большим воодушевлением, с большим желанием, с большой любовью хотят постичь чего-то необыкновенного. Вот это радует. Вот это нас как-то поддерживает и заставляет, да? стимулирует, заставляет работать. Но нужно отметить, что повезло вашим ученикам, я так думаю. Как давно вы работаете в этой сфере? Я работаю, конечно, почти 30 лет вообще. Я вела русский язык, русскую литературу долгие годы. А потом перешла работать в лицей и стала давать уроки ингушского языка, ингушской литературы. Но вам это потому прям что близко, мне да? это просто ближе. У меня в семье со стороны отца, со стороны матери все прекрасно говорили на ингушском языке. Даже иногда говорят, что у меня какой-то русский акцент, когда я начинаю говорить на ингушском языке. И меня это все время шокирует. Почему? У меня акцент, ведь я говорю на чистом литературном ингушском языке. Люди думают, если я говорю на литературном языке, значит, у меня акцент. А потом только приходят к выводу, что я на самом деле говорю на родном языке. Только уже литературном, да? Да. Скажите, какое произведение вы любите среди наших авторов? Могли бы выделить? Было бы здорово, если бы я знала, что вы мне зададите такой вопрос, я бы написала. А так я все не вспомню. Ну, ведь можно... у наших авторов, если внимательно читать литературу, ингушскую литературу, то между строками каждого произведения можно открыть еще какое-то произведение. Я не знаю, почему у нас такой глубокий скрытый смысл. Иногда вот в 3 классах, я в начальной школе не работала, сейчас почему-то мне захотелось именно работать с малышами. И когда я беру, например, Хашигульгова «Эл» произведение, где он раскрывает всю сущность морских животных, диких животных, я думаю, ну да, меня, если настолько всему учит автор, а детям тем более это должно быть очень интересно. Я стараюсь им просто давать то, чего я сама не знала до этих пор. Недавно у нас был такой диктант, крот называется, так, барздах на родном языке. Если честно, я слышала это слово, но не знала. Дах-дах, думаю, что-то между крысой и мышью. И потом обнаружилось, что это крот. Ну вот, стала я читать барздах.
Я сама просто была в восторге. Настолько, неужели человек посвятил свою жизнь тому, что он изучал, ставил какие-то аппараты, чтобы выследить каждое движение этого зверька. Это просто фантастика. Естественно, поражают такие писатели. Чахкиев Саид. Потрясающее произведение «Урка», «Прометей». И вот, казалось бы, это мифы древней Ингушетии, частично древней Греции. Как они могут соприкасаться вообще с сегодняшним днем? А соприкасаются. Это говорит о глубоком, высоком таланте наших писателей. Если взять Плиева Амира, стихотворение Эрзи, мне кажется, стоит прочитать только именно одно это произведение и научиться жить правильно. Вот такие произведения, естественно, они заставляют меня очень долго думать, радоваться и бесконечно гордиться. И меня радует то, что в нашей литературе, в ингушской литературе, когда ты смотришь любой жанр, когда ты смотришь, у нас есть, несмотря на то, что нас выселяли, несмотря на то, что с нами вели такую определенную страшную борьбу, чтобы мы не развивались. Всякое было в истории ингушского народа. И тем не менее, наша литература сегодня впереди всей литературы, мне кажется. Единственный жанр, который отсутствует, на мой взгляд, в ингушской литературе, не мешало бы как-то восполнить нашим писателям, поэтам, фантастика. Вот я бы очень желала, чтобы у нас была на уровне там английской, скажем, немецкой, мировой Появился литературы. такой жанр, да, и у нас, в нашей литературе. Вот и наша литература была бы просто на ура. У нас тем более такая семья, где очень ценят, любят литературу. И я думаю, что было бы очень здорово, если бы литература вот таким образом восполнилась. Может быть, и многим учащимся было бы интересно, да, что гораздо такое прочитать? Интереснее была бы литература. Да. Вот если бы дети почувствовали, вот Гарри Поттер. Да, с вот каким это вот увлечением дети читают Гарри Поттер, хотя знают, что это фантастика. Да, вот что-то связанное с волшебством, Да, с да. магией, это как-то Да. их интересует, им это нравится, Да, что да, такое абсолютно. необычное. И было бы прекрасно, да, я поддерживаю ваше желание, чтобы появился у нас такой жанр. Мы не раз отмечали, что было бы хорошо привить любовь к учебникам, произведениям наших писателей, да. Вы бы могли посоветовать какие-то произведения молодому поколению, какой-то топ-лист свой. Вы сказали, что сложно выбрать, да, среди наших авторов Да, каких-то там 5 или 10, но что-то из... Вот я люблю произведения Саида Чахкиева «Царгами Орехар». Вот. Я люблю все произведения Саида Чахкиева. Баланде – это что-то неповторимое. Вот, как я говорила, это Урка, вот, казалось бы, мифы. Муталиев Шоухул Хашбикр – это же поэзия. Гагиев Гирихан – это же поэзия. Поэзия. Я хорошо знакома с его стихотворениями. А что касается творчества Азиева Салмана, так это такой простенький слог, казалось бы, а дети с таким удовольствием изучают его творчество. Вот как раз сейчас мы проходим его поэму в 9 классах «Урдуе Тамари». Дети даже, они как-то преображаются, когда читают его произведения. Видимо, им как-то воспринимать легче, да? Легче. Слог Такой легкий, слог. ритма. Абсолютно все литературные нормы соблюдены. Я очень люблю этого поэта, и через меня, естественно, передается у него неоценимый детям. вклад, конечно, в развитие нашей только... литературы. Не только он, конечно. И грамматики Азиев Салман – это умница просто. И частично у истоков нашей грамматики ведь стоял он. Да. И на латинском алфавите сначала писал Азиев Салман, конечно. И
И я считаю, если бы мы сейчас до сих пор пользовались бы этим алфавитом, то грамматика ингушского языка у наших детей, она была бы гораздо лучше, во всяком случае. Потому что, как бы, может быть, это не мое дело сегодня об этом говорить, но и тем не менее, раз мы писали, если нам это ближе было, латинский алфавит, то я бы... Кому это мешает? Верно же? Ну да. Вот. Моё Никому не мнение. мешает изучать свой язык. Это нужно делать. Нужно прививать любовь к родному языку. Ведь без языка нет и нации. Это наша культура, это наши традиции, все на нашем языке. Было бы здорово, молодая леди, если бы все относились к этому вопросу так, как относитесь вы. Для основного населения сегодня родной язык не имеет никакого значения. Он типа не нужен. Это лишний элемент. И они считают, раз у них по другим предметам, дисциплинам хорошие отметки, что они все уже... Дальше они состоялись как выпускники, потом они состоятся как люди. Но я часто говорю, особенно молодым нашим парням, у меня такая привычка не специально ходить за детьми по следам. Я выхожу с работы, они идут со школы домой, и я все время наблюдаю, как мальчики разговаривают со страшным акцентом. Американцы, если бы у нас пожили 1 год, И то лучше разговаривали гораздо лучше, чем они сегодня. И им не стыдно. Хавел чаймал толхвей. Ну что это такое? Хавел дачдаха чапил маддарвей. Где звучит? Правдоподобнее и мужественнее, где звучит. А, кстати, есть люди, которые специально добавляют такой акцент. Хотят казаться суперсовременными. Да. И я вот училась в школе, и мои одноклассники, многие не знали ингушский язык. Кто-то даже просил освободить их от изучения языка, так как им этот язык дальше не нужен в дальнейшем. Они поступают в какой-нибудь московский вуз, а зачем нам там наш родной язык? И вот у меня было предложение к вам под конец нашей беседы поговорить на нашем языке. И вот хотелось бы у вас узнать. Вы улиц дикы вы хардиалчи войны хабарго дука вы кигрхоши эрсимо тбутшхлар. Фадер ацоляца. Цехак ляца асфадde. Ших сакхетжвол сагви, ших сагвқсоян. Шихетжвол саго. Шиғылғай мот бұц бейжіл чмоттиге, цхан моттиге, ца ерси дош еғ есі долдеш, цу зан бұц бейан хәтсун. Тағын ерси мот вейха ица чудахаға, кезік английский мот анбеж, шты қахегш ханису. Суси хани ішт қахегш. Таққаыз кезік английский метті ца вузван бұл сагви, цын хол, ерси мот дуқа долчи дяғе, цахат идеячи дешай алаттык. Тағын шай ил, Анц эрсиметта хамяха жахатса. Сон хет ц эрсишт цар бучил жах тахан. Эрсимот буц беж сан хетс. Ан элчи цамот умба валр саняндас. Цамлага талт вал. Шмот умба шынлага вал. Абметта ждуqa мел умду валр ха эздели хусак хлыри соудвал ха валр. Цудухчи дериги метташ. Цында шиғану исмот қоқсак. Цаханыч ақ әзік хам валдуатш, қамын неғай дуатш хам қандыз исмот қоқсан сағаяғыр. Қытсеге тағын тұғыны цатамыш қетіц жметті ажды қоя. Цегден цахам қоқсу. Гүр жмот ағын бой әзді қамы дейс. Цар әздел цы өмдеж змот өмлатсы. Цаня қайрхайн қозду ағым хаятса. Эрси мохтаам бой цар мел фиалгиш де цар, мел дук кицаж де цар, мел дук сакер де меду цар шамаж де цар. Аз амуди цар цархайн пейдиятса. Английский мохтаам бой хетевете. Пейдиятсба царгар. Пейдиятсбоч оделятса мохтбац. Это арби мохтаам бой таган диненчу. Хуан қиматтенчу. Алыш веш хайн қуачым беш сагмавиха. Аз бағдарияч аз фадыр. Стахан ғылға высуян да уалыш болсак, нагасан змот буцыш, звети, змот безыш извети. Цанағы выдза сагвян уаллацу. Аз сайнхет штей пардаяқ асыртақ.
Фатима Магомедовна, спасибо вам большое за вашу работу, которую вы делаете каждый день. Баркалгун. Я напомню, что нашим дорогим телезрителям, что это утро с нами встречала учитель ингушского языка и литературы Фатима Аздоева. Эфир «Утро» продолжается, и не переключайтесь.